континентов. И что, собственно, Катар делает на нынешнем Копа Америка? Это самый главный вопрос, который распространен сейчас среди большинства болельщиков. На все эти вопросы, дорогие друзья, вы получите все ответы. И также поймете прекрасно, почему, например, до этого турнира не доехала сборная Мексики. Давайте знакомиться, состав возглавляет эту команду. Давайте знакомиться с арбитрами. Диего Аро из Перу, главный арбитр. Хони Босио Монкада из Перу. Виктор Райс из Агирре. Все это перуанцы. Эстебано Стохич из Уругвая, резервный 4-й арбитр. Вот, собственно, люди, которые следят за сейчас. Посмотрим матч группы Б, в котором встречаются Парагвай и Катар. Катар 19-й. О, как ошибается сейчас голкипер катарской сборной. И в итоге Альмирон пытается с углового Альмирона. Рука, по-моему, и пенальти. Вот так вот очень быстро Парагвай зарабатывает 11-метровый удар. Уже 3-я минута встречи. Мяч попадает в руку катарскому игроку. Но Оскар Кардоса, так Альмирон тоже недалеко располагался. Вот так вот Кардоса по центру пробивает под перекладиной. Счет становится 1-0. Сборная Парагвая повела и забила свой первый гол на этом Копа Америка. Ну что же, очень быстро как-то Катар решил подарить сопернику фору. Еще раз смотрим за исполнением 11-метрового удара с левой ноги. Кто скажет бесхитростно, а самое главное мощно. Оскар Кардоса пробил под перекладину. И в этой ситуации снова Роро пытается переправить мяч. Выносит мяч Хуниор Фернандес из ворот парагвайской сборной. И нарушение правил или что? Спорный мяч. Или нет? Штрафной в пользу Катара. Когда именно после розыгрыша угла деньги у Конмебол просто выкупила место на этом турнире. И Катар, как от Бруно Вальдеса. Только что он заработал пенальти для своей команды, а теперь достаточно грубо сыграл против одного из катарских футболистов. И достается здесь Сельсо Ортису. Ну, действительно, фол на желтую. Но с 2011 года играет в Азии. И команда довольно мастеровитая, умеющая это делать. Хасан прорывается и зарабатывает первый угловой для своей команды. Ну, как я говорил, Абделькарим Хасан – это звезда катарской сборной, один из лидеров этой команды. Фирменная скорость бывшего игрока Аталанты в МЛС, который перешел в Ньюкасл, а здесь положение вне игры фиксируется у Сесилия Домингеса. Этот турнир играл в финале, пока катарцы подают угловой. Неплохо. Ну что же, неплохая атака. Продолжают атаковать сейчас. Али Алмаэс, передача. Катар, конечно, совершенно не так играет. И совершенно не так сборная, с характером. Боевитая. Осложнить задачу она может любому сопернику. Катар на матч финала Кубка Азии тренировал еще детьми. Поэтому он с этой сборной прошел просто невероятно. Катарцам именно не хватает такого желания бить из-за штрафной площади. Опять вертикальная передача, и не хватает так и дальше гнуть свою линию. Все-таки к голу придут. Подача. Удар поворотом головой. Пас был на Буалема Хухи, который тоже на Кубке Азии выступал. Какой опасный момент сейчас у парагвайцев. Нарушение правил. Это Роро. Ну что, опять желтая карточка будет показана. Нет, пока арбитр все-таки решила без нее обойтись, хотя Альмирона здесь Роро снес. Альмирон не стал в этот раз подавать, Домингес навесил, и неплохой момент. Опять, обратите внимание, свои шансы Парагвай создает благодаря стандартным положениям. Да, мне тут абсолютно логично подсказывают. У меня вылетело совершенно из головы. Опаснейший момент какой у парагвайцев. Что упразднен Кубок Конфедерации. В 2021 году в Катаре пройдет клубный чемпионат. Аль-Хайдас. Заброс мяча. Нет положения в игры. Хатем попадает в голкипера. Два момента у Катара очень хороших было за первый тайм. Сера Портеньо себя неплохо проявляют. А вот, пожалуйста, еще один Мамерес.
ее получает за фол против Хасана. Роро забегает по флангу. И пас, который может где-то оборону парагвайцев сделать. Но родился в Катаре, как я говорил. Я имею в виду Хасана. Нам повторяет момент с ударом Хатемова, вратаря, в Хуниоро Фернандес. Он, кстати, присутствовал на предматчевой пресс-конференции вместе с главным тренером. Играл, по-моему, в командах не элитных и неизвестных. Так вот, в этом самом Эйпине очень много игроков катарской сборной получают свою игровую практику, находясь в аренде. Эйпин не самая сильная команда. Это основное время первого тайма завершено. Аль-Хайда с передачи забивать. Али Алмаэс должен был третьим. Итак, первый тайм завершен. Парагвай-Катар пока 1-0. Единственный гол был забит на 3-й минуте. Оскар Кардоса реализовал пенальти за игру Роро. Говорить о катарском футболе, тем более нам это, безусловно, интересно. Дарлис Гонсалес представляет бразильский. Вторая команда пока неизвестна из приглашенных. Падает Дарлис Гонсалес. Является Акрам Афифа, 11 номер. Аль-Хайдас, номер 10. Ну и Али Алмаэс, номер 19. Вроде никого не забыл. Феликс Санчес Бас, испанский тренер. Тоже известный французский специалист, который работал со сборной Армении. Ну а здесь команда Парагвая забивает второй мяч. И приближает себя к тому, чтобы заполучить 3 очка и бороться за выход из группы уже всерьез. Катару сочувствуем, конечно, но вот так вот хорошее начало, активное начало со стороны Гуарани. Что в первом тайме, что во втором. Давайте смотреть. Длинная передача центрального защитника, по-моему, это был Бальбуэна на Дарлиса Гонсалеса. Подтвердили, что сборная Австралии будет вторым участником Копа Америка, который пройдет в 2 странах в новом формате. 2 группы по 6 сборных. И никаких третьих мест проходных. По 4 сборные из 6 будут выходить в четвертьфинал и играть между собой. Сборной Бразилии накануне этого турнира, в котором как раз Неймар сломался и выбыл на несколько недель. Так вот, в этом матче Катар проиграл 0-2. То есть никакого разгрома не было. И на Кубке Конкакаф только вчера начались первые матчи в поиск этой прибыли. Вы помните, и Бразилия, и Аргентина, чтобы прислать свои основные составы на товарищеские матчи, раньше брали большие. Альмирон возвращает мяч на Дарлиса Гонсалеса. Тот бьет поворотом. Шикарный гол! Дарлис Гонсалес из бразильского клуба «Сантос» напоминает, где он играет. Он играет в Бразилии, как, кстати, и голкипер Фернандес, он из Ботафога. И вот эти люди радуют не только своих болельщиков, но и ту бразильскую публику, которая собралась на Маракане. Шикарный удар Дарлиса Гонсалеса. Альмирон все равно отмечается голевым пасом. И Гонсалес с подкруточкой прямо под штангу и рикошетом от стойки ворот. Нарушение правил. Да, Хасан действительно был в офсайде. Играет слева. Али Алмаэс в атаке играет с Хатемом. Так, желтая карточка. Получает ее Хасан. Вот этого фейерплей. Им надо хотя бы 1 мяч забить. 65-я минута. В общем, для Парагвая хороший расклад. Опасный удар. Гол! Али Алмаэс все-таки распечатал ворота Хуниоро Фернандеса. Мы говорили о том, что парагвайская команда редко играет на 0 и почти в каждом матче пропускает. Мы говорили об одной победе в последних 8 играх. В общем, все это приводит к тому, что мы увидели гол. А не рикошет ли там был часом? Или так Алмаэс мы... не задалось. Зато Сельты был хорош. Нам голы показывают. Пенальти Кардоса, удар Дарлиса Гонсалеса. Ну и гол. Они очень неплохо. Катарцы разыгрывают. Передача и... 2-2! Сам свои ворота забивает парагвайский игрок. И
катарцы. Но заслуживали они, конечно, лучшие участи. Молодцы, лезут они вперед. Смотрите, сколько болельщиков переживают за катарскую сборную. И как вот здесь вот на коротке разыграли. Это Афиф сделал голевой пас, по сути, здесь. 31 год Рохасу. Тащит мяч Буалем Хухи. В подкате пытается парагваец сыграть. Это фол Бальбуэна.